Привет, республика! Если ваши экраны вдруг захватил хоровод ярких красок, знайте, вы нажали правильную кнопку. Цифровые технологии перенесли вас в реальность позитивной телепрограммы Республики Коми «Студия 11». В ближайшие полчаса вас гарантированно ждет насыщение хорошими и интересными новостями. О главных темах первой части выпуска по традиции узнаем из анонса. Молодой учитель. Как сделать так, чтобы ученики бежали на урок? На высокой ноте. Юные дарования Коми готовятся к межрегиональному песенному конкурсу. Суп по-кубански и традиционные казачьи песни. Кто стал новым героем программы «Детали со вкусом»? У молодых педагогов сегодня есть масса возможностей показать себя на федеральном уровне, став участником больших проектов. Дмитрий Воробьев, учитель истории и обществознания гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Спиридонова, по профессии работает 3-й год, но уже успел стать лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022» и полуфиналистом проекта «Классная тема» на телеканале «Россия-1». Наша съемочная группа побывала на уроке Дмитрия Воробьева и поняла, почему его ученики так любят историю. Такая расстановка столов в кабинете истории никак не связана со съемками или темой урока. Не так давно учитель Дмитрий Воробьев увидел, как работают педагоги Казани, которые отказались от так называемого затылочного обучения. Решил попробовать, и получилось. Дети сидят по четверо, вместе обсуждают вопросы и помогают друг другу. История – это прежде всего чтение, это высказывание своих определенных мыслей. И вот как раз-таки на уроке я им даю возможность общения, возможность высказать свою позицию, продемонстрировать свои знания. И таким образом мы в детях развиваем как раз-таки ту самую речь, которой им не хватает, потому что постоянно сидение в телефонах, оно, вот, к сожалению, этот навык у них так ликвидирует, да, именно чисто, внятно, понятно говорить. Без современных технологий сегодня никуда. Например, в эти дни гимназисты снимают рекламу для своих бизнес-проектов. Это задание по обществознанию. Впрочем, уверен Дмитрий Воробьев, дело все-таки не в технологиях, а в личности учителя. Нужно им соответствовать, говорить на их языке, да, слова там кринж, троллить и так далее, вот. И тогда они, удивляются, что мы, оказывается, где-то на их волне находимся, что-то смотрим, даже те же самые сериалы, слушаем их музыку. И вот этот вот контакт, понимать ребенка, он мною найден. И мы с детьми разного возраста, от 5 до 11 класса, находим и темы просто для разговоров, ну и, конечно, хорошо проводим уроки по истории. Говорим мы и о дресс-коде. Пиджак и галстук, как правило, для важных событий в гимназии. Альтернативный вариант – рубаха на выпуск, чиносы, белые кроссовки. Когда-то Дмитрий Воробьев мечтал стать режиссером театра и кино. Что ж, учитель всегда сам себе режиссер. А если вспомнить о кино, посмотрите, как свободно молодой педагог держится перед камерой. Вот фрагмент урока на федеральном телепроекте «Классная тема». Полуфиналист конкурса рассказывает об изобретениях российских ученых XIX века. Приготовились! Начали! Это электрическая дуга, один из видов электрического разряда. Воздух между стержнями под напряжением превращается в раскаленную плазму. Открыл это явление русский ученый Василий Владимирович Петров в 1802 году. Первое, что дал проект, это все-таки доказал, что профессия учителя действительно востребована, она очень уважаема. То, как относились к нам вся команда проекта «Классной темы» в Москве, это прям как к звездам первой величины. Об уважении к этой профессии будет еще много сказано в год педагога и наставника. Нашу встречу Дмитрий Воробьев завершает словами Константина Ушинского. Дело учителя, скромное по наружности, одно из величайших дел истории. На этом деле зиждутся государства, и им живут целые поколения. Республика Коми гордится юными талантами не только в мире спорта. Наша творческая молодежь славится актерским, танцевальным и песенным мастерством. Для тех, кто жить не может без музыки и сцены, в первые дни весенних каникул в Сыктывкаре пройдет 17-й межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования» имени Якова Перепелицы. Свой вокальный потенциал продемонстрируют школьники и студенты из разных районов республики и городов России. Подробнее о конкурсе в нашей студии расскажет прямо сейчас
сейчас директор колледжа искусств Республики Коми Степан Кубик. Степан, добрый день. Добрый день. Вот этот конкурс проходит уже не в первый раз. В какой раз вот мы на территории? 17-й конкурс у нас уже. В каком формате он будет проходить в этом году и вот сколько предусмотрено там направлений? Ну, формат конкурса, он всегда был очный. Даже в пандемии нам удалось провести, соблюдая все требования, очный формат в 2021 году. Вообще конкурс состоит из двух этапов. Обязательно отборочный этап на местах, в муниципалитетах происходит. И потом 2 этапа непосредственно в рамках конкурсных состязаний. И хочу отметить, что это исполнительский конкурс. То есть у нас номинации фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые инструменты, народные инструменты, конечно же, эстрадное пение и юный композитор. Сколько участников в этом году ожидаете? В этом году у нас уже более 200 участников, достаточно много. Отличается ли вот этот год от предыдущих? Что-то, может быть, новое будет в этом конкурсе, в этом году? В этом году, конечно, новое – это новые члены жюри. Потому что жюри, на самом деле, это тот очень важный аспект, который дает развитие нашим ребятам. То есть в этом году у нас будет представлена и Москва, будет представлена Архангельская область в виде колледжа, и у нас будет представлена Саратовская консерватория. Аж 5 членов жюри, председателей жюри приедут и будут возглавлять конкурсные комиссии. А почему вот так вот интересно разбросано прям по всей стране, да, география, в плане членов жюри? Вот какая-то цель есть? Ну, всего членов жюри у нас 29 человек, а и председателей мы приглашаем из-за пределов, чтобы, во-первых, ребята в рамках конкурса могли получить интересный мастер-класс. Обратная связь, да? Да. Преподаватели могли в этих мастер-классах поучаствовать и посмотреть, какого уровня ребята, как с ними работают, новые приемы почерпнуть. Потому что выехать за пределы республики, в Москву, Санкт-Петербург, ведущие консерватории редко получается, особенно учащимся школ. Этот проект дает возможность не только посостязаться в конкурсных мероприятиях, но и очень много получить пользы в рамках мастер-класса. Ну, мы уже сказали нашим телезрителям о том, что конкурс проводится с 91 года, да. Его инициатором в свое время стал председатель Союза композиторов Республики Коми, да, Яков Перепелица. Вот много лет уже с этого времени прошло. Сохраняются ли еще какие-то традиции? Конечно, традиции обязательно сохраняются. Еще раз скажу, очень важно, что он проходит очно. Но конкурс развивается, у нас появляются новые номинации. Появилась у нас номинация «Эстрадное пение», которая сейчас является самой многочисленной, более 70 человек в ней будут принимать участие. И очень важная номинация вообще для России и Республики Коми – это «Юный композитор». Потому что композиторское искусство – это искусство, которое дается немногим. Вот в прошлый раз, в 2021 году, у нас было 2 участника в этом направлении, в этом году уже 7. То есть на самом деле это очень много. Что ждет победителей конкурса? Победители конкурса, конечно, ждут призы, ждут авторские статуэтки, которые они на память себе заберут и будут вспоминать эти замечательные дни. Но самое главное – это то, что они получат возможность участия в мастер-классах, то, что победители конкурса войдут в реестр одаренных детей Республики Коми, и у них будет возможность получать именные и правительственные стипендии. Ну и наверняка самый главный вопрос от наших телезрителей. Можно ли прийти и послушать, посмотреть на юных артистов вашего конкурса? Конечно, можно. Можно прийти на открытие конкурса 22 числа в Театре оперы и балета в 18:00. Можно прийти на завершение и гала-концерт уже победителей участников в филармонии тоже в 18:00. И, конечно же, можно приходить на сами испытания. Но дело в том, что на испытания ограниченное количество посещений, поэтому надо заранее об этом позаботиться. И быть там максимально аккуратными и не мешать соревнующимся. Да, да. В общем, друзья, всех приглашаем. Огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Желаю творческих побед. Спасибо вам. Всего доброго. Гость нового выпуска программы «Детали со вкусом» – атаман особого северного казачьего округа Евгений Макин. Для зрителей нашего телеканала он приготовил постный борщ по-кубански. И, конечно же, спел, ведь он солист ансамбля «Вольница». Подробнее о герое и о самом вкусном шоу Юргана Северин Арпа.
Борщ Евгений Макин любит с детства. Да такой, чтобы морковка была нарезана соломкой. Никакой терки. Овощи чуть не доварены. А в постные дни вместо мяса фасоль. Я думал, вы шашку принесете, мы капусту шашкой-то. Ну, шашку без дела, что таскать. Она же только с парадной формой носится. Евгений Макин вырос в Саратовской области в городе Красноармейске. По деду казачьего роду. Семья жила в частном доме, хозяйство было большое. Так что дел хватало и взрослым, и детям. Летом после 7 класса отец отправил сына работать на конюшню. Я с ними просыпался, засыпал с этими конями, и выезжали, и вот с утра выезжали, и весь день на конях. Поэтому коням привычные. А потом еще где-то лет 14-15 был отец, приобрел лошадь. Он тоже очень хотел себе лошадь. И у нас была Маня. Ну, то есть с лошадьми вы на «ты». Практически, да. Евгений Макин переехал в нашу республику в 90-е и считает Коми своей второй родиной. Возглавляет региональное отделение Союза казаков-воинов России и зарубежья. А главное, заповеди казака «Держи слово, почитай родителей, береги семью, храни веру предков, служи своему народу». По одному судят о всех казаках. Поэтому я всегда ребят призываю тоже везде быть такими, какие вы есть. А не так, здесь вот я могу себе что-то позволить, а здесь вот не могу. В детстве его звали не иначе, как Муслим Магомаев за красивый голос. Сейчас Евгений Макин – солист народного ансамбля «Вольница». Эта казачья песня звучит для зрителей программы «Детали со вкусом». Зародилась весельная ягода, ягодка. В сыром я наоборот легке бару, ой, да она и заблудилась. Смотрите программу «Детали со вкусом» сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. Пришло время немного размяться. Встаньте с кресел и сделайте 2-3 легких упражнения. Подготовьте свое тело к просмотру второй части нашей программы, которая начнется через пару мгновений. Студия 11 уходит на короткий перерыв. Не переключайтесь. В эфире «Студия 11» – информационно-развлекательный контент телевидения Республики Коми. На низком старте вторая часть нашего выпуска, но сначала краткий анонс ее главных тем. Они делают жизнь лучше. Стартовала заявочная кампания на международную волонтерскую премию «Мы вместе». Таких сальто Великий Устюг еще не видел. Юные акробаты из Ухты покорили зрителей. Вмещают мир мои глаза. Выставка «Манифест» Юрия Филипповского открыла свои двери для посетителей Национальной галереи Республики Коми. Сегодня, пожалуй, ни одно крупное событие в мире не обходится без участия в нем волонтеров. Добровольцы занимаются разной работой, от природоохранной деятельности и поддержки нуждающихся до разработки социально значимых проектов. В 2021 году в России насчитывалось более 11 миллионов волонтеров. И это почти 8% от всего населения нашей страны. И число добровольцев с каждым годом растет. Для тех, кто безвозмездно вкладывает силы в развитие общественного блага, проводится международная премия «Мы вместе». Участвовать в ней могут волонтеры от 14 лет, представители НКО и среднего бизнеса. Подробнее о поддержке добровольческих проектов мы сейчас пообщаемся с ее региональным координатором Илахой Керимовой. Илаха, добрый день. Здравствуйте. Ну, в прошлом году уже был такой проект, да? Да, все верно. В этом году вот как будет все это проходить, да, 2023 год? Ну, вообще, в целом верно. Мы первый региональный этап международной премии «Мы вместе» провели в 2022 году. Собственно, по итогам заявочной кампании было отобрано 56 проектов. Из них 18 стали победителями-призерами, а также от республики у нас был финалист. Это Сыктывкарская швейная фабрика.
В этом году, естественно, мы ожидаем побольше заявок, чем в прошлом году. Ну, естественно, это где-то больше 70-80 заявок на республику. С каких вот районов чаще всего принимают участие люди? В целом у нас все муниципалитеты участвуют. То есть вся республика, да? Да. И в этом году, еще раз повторяю, что мы ожидаем от каждого муниципалитета заявок. Я уверена, что в муниципалитетах есть достойные проекты, которые также достойны поддержки и признания в стране. Что интересно, вот меня лично зацепило, что волонтеры, НКО, да еще и предприниматели. Как вы к этому пришли? И почему именно так? Нет, вообще в целом это заложено в премии, то есть в целом 11 номинаций, есть категория участников, которые могут принять участие. Помимо основных 11 номинаций есть спецноминации. В итоге можно просто суммировать и прийти к выводу, что получают участники, именно НКО, волонтеры, бизнес. Получают они, естественно, это общественное признание, это освещение в СМИ, продюсирование проекта, грант до 3 миллионов рублей, что достаточно весомо для любого проекта. Получают победители бесплатное путешествие по Российской Федерации по программе «Больше, чем путешествие», получают обучение. На мой взгляд, наверное, самое важнейший приз для этих победителей – это то, что победители смогут выбрать себе наставников по своим проектам. Выбирают они из числа оргкомитета. Это достаточно такие, так скажем, весомые люди. Это первые лица нашей страны, государственные и общественные деятели. Эксперты, в общем. Конечно, да. Как развивается, Илаха, волонтерство в Республике Коми, как вы считаете? Ну, вообще добровольчество развивается очень быстро, очень хорошо, набирает достаточно хорошие обороты, популярность растет, потому что волонтерство сейчас, наверное, затрагивает почти все сферы жизни. Становится намного больше людей, которые хотят быть полезными другим людям, хотят помочь. Это в целом даже можно сказать не только про республику, это можно сказать про нашу страну и в целом про мир. Как долго будут еще приниматься заявки на участие в конкурсе, в проекте «Мы вместе»? Собственно, заявочный этап он уже начался с 18 февраля, длиться он будет до 15 мая 2023 года. То есть у нас есть еще достаточно, может быть, кажется, что достаточно много времени, но не так уж и... Время быстро идет. Да, время быстро идет, не так достаточно много времени у нас, но есть время для того, чтобы показать себя и показать свой проект, свои возможности нашей стране. Не только нашей стране, можно и в целом миру. Илаха, какой совет дадите тем, кто будет подавать заявки? В целом, наверное, перед тем, как подавать заявку, надо тщательно изучить такие курсы, как социальное проектирование и получение грантовой поддержки. Это можно сделать на всероссийской платформе Добро.ру через Добро университет. Также хотелось бы сказать, что, наверное, участникам надо будет знакомиться с материалами, касающиеся премии, прослушать вебинары, это методические рекомендации, с которыми обязательно надо знакомиться по той категории, на которой они будут подаваться. Вебинары – это очень важно. Важно прослушать вообще, что из себя представляет международная премия, какие есть возможности у участников, какие будут возможности. Можно также просмотреть, есть видеоуроки, тоже касаемо подачи заявок, но помимо этого я хочу сказать, что участники в целом по республике, они могут напрямую связаться со мной, могут напрямую связаться с моими коллегами, которые смогут им помочь, смогут проконсультировать, как правильно подать заявку, как правильно оформить проект. Мы всегда поможем, мы всегда на связи, поэтому я думаю, что контактные данные мы оставим, поэтому можно будет с нами связаться. Друзья, ничего не бойтесь, идите вперед. Илаха, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Юные акробаты из Ухты покорили родину Деда Мороза. На межрегиональном турнире по спортивной акробатике в Великом Устюге наши ребята взяли 2 золотые и 2 серебряные медали. Для мальчишек и девчонок достижение значимое, ведь в Ухте этот вид спорта появился совсем недавно. Как он развивается в «Жемчужине Севера», узнала моя коллега Виктория Науменко.
На турнире в Великом Устюге за кубки и медали боролись 220 спортсменов из Вологодской, Архангельской области и Республики Коми. Ребятам от 4 до 16 лет. Соревновались в двух направлениях – индивидуальный и парно-групповой зачет. В итоге у представителей Ухты 2 золота и 2 серебра в своих возрастных категориях. Мы готовим связку элементов, приезжаем туда и, соответственно, показываем. Для меня это был большой опыт. Я считаю, у меня был достойный соперник. Я заняла свое заслуженное 2-е место. Примечательно, что в рядах призеров есть и мальчик. В этот вид спорта они приходят нечасто. Я уже занимаюсь как 4 года. Я выбрала этот вид спорта, потому что мне понравились сальто очень сильно. Из-за этого я хотела научиться этому и решила заниматься акробатикой. Для представителей этого сравнительно нового в Ухте вида спорта каждый выезд на соревнование – событие, а победа – триумф. Пока в городе только одна секция спортивной акробатики на базе образовательного центра. 4 ее воспитанника, единственная от Республики Коми, как раз и представили Ухту на межрегиональном турнире. Акробатика в нашем центре с 2019 года. И открыть мы ее решили достаточно неожиданно. Просто нам попался специалист, который приехал в наш город и был в поиске работы. А секции спортивной акробатики у нас нет. Поэтому мы ее увидели и решили, как говорится, воспользоваться моментом, потому что очень хотелось, чтобы дети Ухты тоже могли заниматься спортивной акробатикой. Сейчас она у нас ушла в декретный отпуск, мы пригласили нашего еще одного тренера, теперь у нас их 2. Берем с 3 лет, значит, и можно даже в 15 лет прийти, можно в любом возрасте можно заниматься акробатикой, да, если главное было бы желание. Вот. По физическим данным главное, знаете что? Главное дисциплина. Спортивная акробатика активно привлекает юных ухтинцев и их родителей грацией, гибкостью. Приходят даже ребята из других видов спорта. Я уже побывала на фигурном катании, на танцах. Но потом я пришла на акробатику, и на первом занятии я поняла, что мне тут больше всего понравилось. Мне понравились акробатические элементы, мне нравится на них смотреть и в будущем повторить их. Шаг за шагом, совсем как учатся связки, спортивная акробатика развивается в Ухте. В этом году местные ребята и их наставники даже давали мастер-класс гостям из Ижмы, а совсем скоро у юных акробатов очередные соревнования в Котласе. Собственное видение мира каждый художник отображает по-своему. Кто-то предпочитает рассуждать о смысле бытия через абстрактные образы, а кто-то подходит к прочтению реальности через философию. Так, один из главных образов в работах заслуженного художника Юрия Филипповского – это художник-мыслитель. Он воспринимает себя через контекст истории, семьи и страны, а также раскрывается в портретах близкого круга людей, картинах, размышлениях на исторические явления 80-х и 90-х годов. В Национальной галерее Республики Коми в честь 75-летия Юрия Филипповского открылась его персональная выставка. Одно из первых собраний увидела наша команда. «Вмещают мир мои глаза». Эту строчку из своего стихотворения художник посвятил весне. Нам повезло попасть на открытие выставки прямо в день и даже час рождения виновника торжества. Здесь собрались все его родные, друзья и коллеги, чтобы разделить с ним это событие. Идет на улице, всегда улыбается, в здании всегда улыбается. Это человек умный, да? Это человек хорошего настроения, человек солнца, человек светящийся. По словам приближенных, именинник – человек теплый, товарищ, сведущий в людских отношениях, знающий и надежный. Он, как вечный наставник, щедро распоряжается своей мудростью и в дружбе, и в работе. Он какой-то такой связующий, и у нас он какой-то такой поколенческий, потому что у каждого поколения есть человек, который про это поколение рассказывает. У нас же очень много молчаливых, которые вроде много знают, много чего помнит, но не поделится. А Юра, вот его только завести. Искусство Юрия Филипповского опирается и на традиции русского авангарда, хотя сам художник определяет свое творчество как ассоциативный реализм. Выставка – это более 90 картин из фондов музея и личной коллекции художника. Работы отражают вехи творчества и особенности философского и художественного мышления живописца, поиски и результат особой авторской манеры. Он опирается на попытку выйти за пределы живописи, выйти за пределы двухмерности. Здесь представлены работы, сочетающие смешанные техники, коллаж, например. И, конечно, эти рамы фантазийные, которые созданы абсолютно из разных материалов.
Иногда это какой-то рустикальный стиль, близкий такому деревенскому, традиционному быту, а иногда это очень футуристичные вещи. Но всегда это очень эстетично, и это продолжает форму и композицию того, что изображено на полотне. Картина – это не только полотно. И Юрий Филипповский – один из тех художников, что выходят за рамки, в прямом смысле этого слова. Вот, например, «Красный октябрь». Обрамление создано буквально из рояля. А это полотно называется «Каргопольская старушка». Портрет женщины запечатлен как бы в оконную раму. Или другая картина. Здесь зритель может увидеть и часть пистолета, и крест, и множество других элементов. Я родился 16 марта, это день фантастического реалиста. И полностью все совпадает, все соответствует. Я на самом деле реалист и фантастический. И правда, художественное мышление живописца отличает метафорическая усложненность, склонность к символическим построениям, свободная и зачастую неожиданная ассоциативность. С работами Юрия Филипповского можно познакомиться в Национальной галерее до 16 апреля. Друзья, на сегодня у нас все. Ждите свежий выпуск «Студии 11» уже завтра. Обещаем приготовить для вас еще больше увлекательных историй. Ну а пока всем хорошего продолжения дня. Увидимся. Пока-пока.